тот день я неожиданно пошел в мечеть. И это забавно, потому что первым, кого я видел, был человек с длинной бородой, одетый как араб. И знаете, эти люди, когда вы видите их по телевизору, то сразу думаете об ИГИЛ или плохих организациях. Я подумал, хорошо, я должен выйти, или меня убьют, но он был так дружелюбен, сказал мне: «Салам алейкум, мой брат. Как ты? Хочешь выпить чаю?» «Да нет, я просто хочу посетить мечеть». «Аллах, заходи, заходи», — сказал он. И я сидел в мечети, делал пару фотографий, и в этот момент, после того, как я сделал снимки, все начинается. Все начинается, и все заходят внутрь. Поэтому, если все входят в здание, вы не можете выйти, это было бы так неуважительно. Конечно, поскольку у меня светлые волосы, я выгляжу еще более подозрительно. И в каждой мечети у нас есть книжный магазин. Справа от себя я увидел Коран, но я никогда не держал Коран в руках. Поэтому, когда я начал читать Коран, только прочитав суру Аль-Фатиха, мое сердце разбилось. Я плакал как ребенок, клянусь, я плакал как ребенок. И из-за пути, который я прошел от атеизма к христианству и далее к исламу, в тот момент я знал, что ислам отличается. Это истина. Так я стал мусульманином, альхамдулилля. Итак, вы сказали, что в христианстве нет логических ответов. Так какие логические ответы вы получили от ислама? Конечно, в христианстве есть сходство, которое есть и у ислама. Однажды я был в Иордании, где изучал ислам, и сидел с известным шейхом, пил чай. И когда я пошел в его библиотеку, я увидел книги о таухиде и акиде, а потом я увидел Библию. И я сказал самому себе: почему такой известный исламский ученый держит в своей библиотеке Библию среди книг исламских книг? Ведь это не имеет смысла. Тогда я пошел к шейху и спросил его: почему находится Библия в вашей библиотеке? И он сказал мне, что после теракта в Иордании был один сирийский христианин. И он пришел к нему домой, прибежал. Он был из соседнего района, он кричал и оскорблял шейха. Из-за вас, мусульман, идет война. Если вы, мусульмане, не находились бы здесь, то и не было бы проблем. И тогда шейх сказал: почему вы пришли? Почему вы так говорите? И сирийец сказал: если бы вы следовали Библии, вы бы не совершали терактов, вы не сделали этих безумных вещей, которые делаете сейчас. Первое, что сказал шейх: успокойся. Нет, я не успокоюсь, я даже не пожму тебе руку, я не войду. Он сказал: успокойся, пойдем. Через некоторое время мужчина зашел, и они пьют чай. Шейх говорит: давай заключим сделку. Я прочту вашу Библию, а вы прочтете Коран. После того, как вы прочитаете Коран и вернетесь ко мне, я начну читать Библию, и мы сможем провести дискуссию об этом. И он согласился. Через 4 дня мужчина вернулся к шейху и постучался в его дверь. Шейх удивился и сказал: почему он стучит в мою дверь через 4 дня? Это невозможно, если он читал Коран. То есть это возможно, но было бы странно, если бы вы прочитали Коран за 4 дня. И мужчина сказал шейху: знаете, мне очень стыдно, что я оскорбил вас, говоря такие вещи об исламе, потому что когда я читал Коран, даже в самом начале, уже в суре Аль-Имран, в суре Аль-Марьям, вы, ребята, любите Иисуса больше, чем мы. Вы так много говорите об Иисусе в Коране, о Закарии и Марьям, как будто вся эта история еще лучше упомянута в Коране. И в конце концов этот мужчина даже принял ислам. И шейх сказал, что он даже не прикасался к Библии. Видите, человек пришел ко мне сам по себе. И как будто было предначертано судьбой, что он пришел ко мне за поиском ислама, даже не сделав того, что я ему сказал. Субханаллах. Мы верим в то, что было послано. Мы верим в то, что было послано Богом Иисусу. Но мы верим в первую Библию, а не в те версии Библии, которые печатаются сейчас. Потому что слово Библии было изменено. И вы можете увидеть это ясно в Библии. Например, когда я читал Библию, вы можете увидеть, что Бог описан в Библии почти как человек. Вы знаете, в Библии вы прочитаете много раз, что Бог был создан, и как Он спал, и как Он отдыхал. А в исламе у нас нет такого понятия, потому что для нас Аллах — само слово всемогущий. Аль-Азиз — самый могущественный. Поэтому мы не знаем, мы даже не можем сравнить его с чем-то в этом мире. Это первый логический довод, потому что если бы мы поклонялись чему-то, что похоже на нас, то он обладал бы такой силой, какой обладаем мы. Поэтому Аллах всемогущ. Вот почему мы должны поклоняться Ему. Он может сделать все возможным. И второй логический довод — это просто правило, ахляк, этика, которые нам необходимо иметь как мусульманам. Это так забавно, когда я вижу, что жители европейских стран приезжают, например, в Турцию и говорят: вы не можете воровать, вы не можете пить, потому что нам, мусульманам, было известно это 1400 лет назад. И, субханаллах, посмотрите, как изменилось время, то теперь мы должны получать наставления от людей, которые не являются мусульманами. Есть над чем задуматься.